Реализация национальных проектов обеспечения региона качественным водоснабжением, средств общеобразовательных дошкольных учреждений, улучшение системы здравоохранения и не только. Сегодня на 11-м внеочередном заседании Народного собрания депутатам на повестке предстоит рассмотреть 26 основных вопросов. Основная задача для региона – реализация национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни. В Ингушетии в 2021 году проведено более 150 мероприятий. Важным в отчетном периоде стала поддержка демографии, материнства и детства. Так, в прошлом году 1507 семей получили ежемесячные выплаты в размере одного прожиточного минимума. Также в регионе построено 9 детских садов на 1950 мест. Большая работа в отчетном периоде проделана в рамках национального проекта здравоохранения. По национальному проекту здравоохранения в истекшем году приобретено 18 единиц передвижных мобильных комплексов для учреждений медицины республики. Приобретено 21 единица медицинского оборудования для сосудистых отделений Ингушской республиканской больницы, Малгобекской центральной районной больницы, Сунжинской районной больницы. Приобретено 1 миллион 470 тысяч лекарственных препаратов. Начато строительство инфекционного отделения на 60 коек для республиканской детской больницы. Это объект переходящий, планируется его завершение в 2022 году. Приобретено 10 единиц медицинского оборудования для республиканского онкологического диспансера. Проведены также выплаты по программе «Земский доктор». Это 1 миллион врачам и 500 тысяч медицинским сестрам. И не только. Значимым в 2021 году стал национальный проект образования. В рамках направления удалось построить и сдать в эксплуатацию 14 школ на 9600 мест. Также на базе образовательных учреждений были открыты центры «Точка роста», где есть все возможности для поддержки талантливых школьников. Созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 8 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. В настоящее время из 134 общеобразовательных учреждений 73 учреждения функционируют в двухсменном режиме обучения и 61 в односменном. По итогам завершения строительства вышеуказанных объектов общего образования количество школ, осуществляющих обучение в двухсменном режиме, сократится до 35. Строительство новых современных школ позволит не только улучшить условия получения качественного образования учащимся, но и решить актуальную проблему переполненности классов. Много сделано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Удалось благоустроить 36 общественных пространств в муниципальных образованиях республики и переселить жителей из аварийного жилищного фонда. Важным направлением в отчетном периоде стала работа в рамках национального проекта «Экология». Приобретено 2289 контейнеров, они передвижные, пластиковые, очень такие современные, для раздельного сбора мусора, отходов объемом 11 тысяч литров в совокупности, которые по заявкам от муниципалитетов доводятся до муниципалитетов. Увеличены площади лесовосстановления 30 гектаров. Приобретено 58 единиц специализированной техники для проведения комплекса мероприятий по лесосохранению и пожаротушению. Общая площадь лесоразведения к концу года составит около 200 гектаров. После доклада первого заместителя председателя правительства Ингушетии Олега Фурсова присутствующие начали задавать вопросы. Из года в год не осваиваем, остаток суммы остается. В 2019 году 1,5 миллиарда, в 2020 году 1 600 000 000, в 2021 году вообще здесь провальные 2 миллиарда 765. Вот почему складывается вот такая ситуация и куда эти деньги, я понимаю, вот 2020 год, 2021 перешел к 2022 году. Раньше вот эти деньги не освоены. Как они себя проявляют и где они потом используются? Такая, к сожалению, традиция есть у нас, но она не приводит к тому, что деньги пропадают. Бюджетное законодательство позволяет эти деньги переводить на следующий финансовый год при условии контрактации, значит, этих средств. Поэтому из года в год такая ситуация у нас происходит. Но причины они известны. Это, во-первых, контрагенты, которые выбираются с большим очень трудом. Мы внимательно смотрим на историю организации, смотрим на качество проведения работ. Есть проблемы, связанные с проведением торгов, но мы эти проблемы решаем последовательно. И если обратить внимание на то, когда расторговывались торги в 2019 году, в 2020, 2021 и в 2022, мы увидим, что период контрактации он существенно смещается к началу года. Я об этом в докладе сказал, чтобы у наших подрядчиков было время качественно и своевременно освоить средства. Мы над этим работаем.
Среди важных вопросов для региона является водоснабжение. Заместитель председателя правительства Ингушетии Тимур Фатахов отметил, что из-за повышения численности населения увеличилось и количество потребления воды. В летний период особенные трудности испытывают жители Малгобекского и некоторых населенных пунктов Назрановского района. Постоянно правительством республики ведется работа по включению объектов в проект «Чистая вода». Это федеральный проект, который на сегодняшний день входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Раньше он входил в нацпроект «Экология». С 2019 по 2021 год в рамках этого проекта введены в эксплуатацию 8 объектов водоснабжения на общую сумму 239 миллионов рублей. Мы понимаем, что эти средства недостаточны абсолютно. В настоящее время проведена очень большая работа, направленная на получение финансирования из федерального бюджета. Направлены соответствующие обращения в Федеральный центр о предоставлении средств республики для решения проблем как водоснабжения, так и водоотведения. Это по ориентировочным подсчетам около 36 миллиардов рублей. Важный вопрос модернизации системы. Альтиевский водозабор включен в федеральный проект, и работы уже начались. Также важно заменить магистральный водовод Сунжа-Малгобек. После ввода в эксплуатацию водозабора на реке Аса, это дешевая вода, это вода, которая уже будет приходить в Сунжу-Карабулак под напором, используя это, экономично доставить эту воду в Сунжу-Малгобек, через Сунжу в Малгобек. Объект очень большой. Соответственно, мы провели работу с Минэком России по включению в федеральную адресную инвестиционную программу. Есть предварительная договоренность о включении первого этапа в программу 2023 года. ПСД сейчас разрабатываем. Необходимо решить проблему водоснабжения в Назране, в частности в районе за каналом. Жители района за каналом ощущают дефицит воды. В первую очередь связано с тем, что мы не можем к ним додавить воду. Если любой расчет показывает, что необходима труба, которая держит 16 атмосфер, ну не знаю, кто они, жулики или неграмотные люди, положили трубу, которая и 6 не выдерживает. Соответственно, мы просто додавить не можем, хотя воды там хватает. Ну и, соответственно, все вот эти вот уже небольшие объекты, которые есть, также будем пытаться включить в федеральную адресную инвестиционную программу. И надеюсь, что у нас все получится. Проблема нехватки воды в первую очередь кроется в отсутствии водоснабжения. В прохудившихся трубах от сильного давления часто происходят порывы. По словам председателя правительства Ингушетии Владимира Сласенина, сначала необходимо заменить ветхие сети. Вот эти вечные порывы, и вот сегодня сделали анализ, там из года в год порывов больше. Но эта проблема решается. Она была поднята главой на заседании Совета Федерации. На Совете Федерации было принято решение включить республику в программу водоотведения и водоснабжения. И уже у нас есть первые подписанные документы. У нас вот идет очень сильный ремонт Альтиевского водозабора. У нас выделены деньги первые на проектно-сметную документацию. То есть мы только в самом начале пути. Мы смогли добиться того, что на нас обратили внимание. Цифры очень огромные. Я вот для сравнения скажу, когда вот это была проблема в Крыму, когда Украина перекрыла им вот этот канал, эти цифры такие же были, то же самое. И у них еще ситуация усугублялась. Они стали строить 3 опреснительных станции с моря, соленую воду. Поэтому мы занимаемся, это находится в внимании и депутатов, и главы. Как отметил Владимир Сласенин, еще одной проблемой остается низкая оплата за потребляемую воду. В целом депутаты Народного собрания на заседании рассмотрели 26 вопросов. Лина Цычева, Асхаб Белакиев, Новости 24.